За последние 3 года Фондом социального страхования и охраны труда доходная часть была перевыполнена. Так и в 2025 году у нас хорошая динамика. На первый квартал 2025 года мы идем в плюсе на 15 миллионов рублей. По отношению к предыдущему году, да. После повышения уровня заработных плат в нашей стране, соответственно, и расходная часть по пособиям тоже у нас увеличилась. И в этом году мы впервые за все годы мы повысили, значит, суммы по пособиям, размеры по пособиям такие, как по временной трудоспособности до 22 тысяч рублей, по беременности, родам до 30 тысяч рублей в месяц. Ранее суммы этих пособий составляли в среднем от 65 до 70 тысяч рублей. Но сегодня, по беременности рода, но сегодня это от 110 до 170 тысяч рублей. Вот. Также, что касаемо единовременных выплат. В прошлом году, посоветовавшись с вами, мы инициировали повышение размера пособий единовременных, такие как по рождению ребенка. Для работающих родителей мы повысили с 22 до 27 тысяч рублей. И для по рождению ребенка для неработающих родителей до 22 тысяч рублей. Но стоит учитывать, что такой вид пособия, как по рождению ребенка для неработающих родителей, у нас не поддерживается страховыми взносами, но мы изыскали и изыщем в будущем средства для поддержания этой части наших граждан. Мы реализуем, как и в прошлом году, реализуем и в этом году практически уже началась у нас программа по детскому лагерю. Не только отдых, но и образовательный отдых для детей. Такого у нас и не было вообще раньше. С углубленным изучением абхазского языка. Проводят разные мероприятия, и культурная программа очень насыщенная. Всем очень нравится, отзывы очень хорошие. Отдельное спасибо я хотел бы выразить учителям, всем тем, кто уделяет внимание нашим детям. Раньше этот отдых оплачивался 50 на 50 или 70 на 30. То есть родители или профсоюз оплачивал дополнительную сумму до 100%. Но мы все эти годы оплачиваем все 100%. То есть дети не платят, родители не платят ни рубля, просто все расходы фонд взял на себя. Мы поддерживаем социальную политику нашего государства, делаем все возможное для того, чтобы граждане почувствовали заботу государства о них. Фонд социального страхования, несомненно, является важнейшим финансовым институтом, отвечающим за главные приоритетные направления социальной политики нашего государства. Этот институт обеспечивает сегодня нужды наших граждан, попавших в определенные условия, прежде всего в то время, когда наступает их нетрудоспособность. В нашей стране выплачивается 6 видов пособий по нетрудоспособности. Добавляется к социальному обеспечению это санаторно-курортное лечение. И очень важная позиция – это оздоровительный отдых детей. Вы об этом уже сказали, уже на протяжении нескольких лет этот проект реализуется. Мы надеемся, что он получит хорошие отзывы и в будущем. И, естественно, необходимо заниматься этим. Действительно, доходы фонда сегодня позволяют судить о том, что необходимо принимать дополнительные решения по индексации отдельных социальных выплат. Эта тенденция наметилась уже не первый год. У нас в 2023 году было принято такое решение. С 2024 года, как вы напомнили, социальные пособия, соответственно, до 22 тысяч рублей по отдельным позициям выросли. Наверняка надо пересматривать, но пересмотр, я полагаю, что должен находить отражение в том числе в развитии социально-экономического положения в нашей стране, учитывать темпы инфляции. И сразу, наверное, тоже хотелось бы отметить, что темпы инфляции, индексация размеров отдельных социальных выплат должна происходить не только, разумеется, в фонде социального страхования и охраны труда. По возможности это надо делать по всем таким выплатам. Ждем от вас предложений, связанных с индексацией. Очень рассчитываю, что в 2025 году мы еще раз вместе с вами внимательно проработаем и посмотрим на
другие виды пособий, которых можно проиндексировать с учетом поступлений дохода. И это еще раз подчеркнет о приоритетности направлений социальной политики, оказания социальной помощи нашим гражданам. Поэтому хотел бы пожелать вам успехов, соответственно, в достижении главных целей и бюджету пополнения новых доходов. Благодарю. Спасибо. Спасибо.